Проблемы несовершеннолетних решить возможно только общими усилиями взрослых. Какими вырастут дети и кем они станут в будущем, достойными специалистами своего дела или изгоями общества, зависит в том числе от слаженной работы определенных служб. На этот раз расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло достаточно бурно. В нем приняли участие специалисты комитета и отдела по делам несовершеннолетних, представители правоохранительных органов, руководители учебных заведений, психологи города. На повестке дня ситуация с детской преступностью. Напомним, по итогам первого квартала текущего года показатели в этой сфере оказались не из лучших. Нехватка кадров сказалась на росте количества преступлений среди подростков. Сегодня в отделе по делам несовершеннолетних, который с сентября месяца возглавил Рафаэль Байков, к работе приступили 3 новых инспектора. Совершено 29 преступлений 16 лицами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2014 плюс 3. В группах совершено 5 плюс 3. Тяжкие преступления 6 плюс 3, особо тяжкие 3 плюс 3, средняя тяжесть 6 минус 2. 18 преступлений совершены учащимися общеобразовательных школ, студентами СУЗов совершены 5 преступлений. Иногородним совершено 2 преступления, неработающими и не учащимися 4 преступления. Рост преступности по итогам 9 месяцев составил 1,5%. Среди преступлений, совершенных подростками, лидируют кражи, угон автомобилей, хищения, насильственные действия. Участились случаи воровства мобильных телефонов из школьных гардеробов и раздевалок. Определенным учебным заведениям были сделаны замечания. Есть случаи ухода из дома несовершеннолетних. Зарегистрировано 3 попытки суицида. 1 случай со смертельным исходом. И здесь винить кого-то одного не совсем правильно. Участники заседания отметили нехватку живого общения родителей с детьми. И это проблема всего современного общества. К сожалению, в этом году в нашем городе зарегистрированы факты жестокого обращения с детьми. Установлены случаи ненадлежащего присмотра за несовершеннолетними. Прежде всего, это касается неблагополучных семей. Все это привело к увеличению количества детей, находящихся в приюте. За 9 месяцев здесь побывали 105 ребят. С 1 сентября у нас тоже также вступило новое постановление в силу правительства о деятельности организации для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В силу этого мы обязаны предоставлять образовательные услуги, либо и сами, если не можем предоставлять, то в ближайших дошкольных учреждениях мы обязаны, чтобы дети не были ущемлены в своих правах на получение образования. Здесь у нас отдел образования хочется выразить благодарность за то, что они навстречу пошли, и мы детей дошкольного возраста вводим в детский сад и получают дошкольное образование. По словам старшего оперуполномоченного Белорецкого отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Фангиза Загитова, в текущем году возбуждены дела в отношении 13 человек, которые воспитывают детей. Проводится работа и с родителями, злоупотребляющими алкоголем. Если надо, назначаем или амбулаторное, и, конечно, стационарное лечение предлагаем, но многие стационарное лечение отказываются. И вот за 9 месяцев у нас 2 пролечили в стационаре, и несколько человек, которые вот направлено, человек 12 направлено было, вот 9 ко мне пришли на беседу. Несколько у нас родителей начали лечение, но также не докончили лечение. Возрождение тесного общения ребенка и родителей, активная работа психолога в учебных заведениях, слаженные действия всех служб – вот что необходимо для исправления нынешней ситуации. Таков вывод расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.